Книгой в 21 век такое название получил молодежный международный арт-фестиваль «Прогулки по набережной», который уже стал традиционным и знаменательным событием в культурной и общественной жизни страны. Ежегодно здесь собираются немало профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. Популяризация чтения среди молодежи, а также популяризация библиотеки как место интеллектуального развития – основные цели фестиваля. Уже по сложившейся традиции основные мероприятия фестиваля «Прогулки по набережной» проходят на прилегающей территории к Национальной библиотеке. С каждым годом программа фестиваля расширяется. На этот раз форум объединил 7 отдельных творческих площадок с различной тематикой. Это территория литературы и библиотек, музейная территория, территория визуального искусства, территория моды, танца и музыки, территория спорта, детская площадка и территория национальных общин. Мы побывали на некоторых из них. На площадке литературы и библиотек любой желающий мог выбрать и забрать с собой понравившуюся книгу как абхазских, так и зарубежных авторов. Гости фестиваля с большим желанием разбирали книги с полок. Книги наших абхазских писателей я приобрела. Я вот нашла здесь Валентина Когоня, Муж Немика. Какие книги вы сегодня приобрели? Ну, историческую, только историческую, а так есть и лекарственные, и что-то полезное, не знаю кто что. В общем, я смотрю все книги. На площадке визуального искусства и национальных ремесел были выставлены изделия ручной работы, а также картины юных художников. Учащийся внешкольного центра воспитания города Гудаута Соломон Чанба представил на фестивале 5 своих работ. Я занимаюсь уже год и принес вот такие картины. Еще занимаюсь глиной, и вон там есть мои 2 работы. Новогодний мешок и виноградная лоза. На детской площадке дети с большим удовольствием раскрашивали рисунки красочными карандашами. Мне сегодня здесь нравится, я очень люблю рисовать. На территории спорта собрались любители настольного тенниса и шахмат. Здесь за шахматным столом встретились учащиеся школ из Ачамчиры и Сухума. Я ходила в шахматы 2 года, не очень разбираюсь, но стараюсь и люблю шахматы. Она проигрывает по фигурам, у меня преимущество сейчас. На площадке музейной территории были представлены уникальные экспонаты Абхазского государственного музея и литературного музея Дмитрия Гулия, а также экспозиции Ишерского музея боевой славы. Особое внимание гостей фестиваля привлек стенд под названием «Многоликая Абхазия», на котором были представлены десятки черно-белых снимков с изображением представителей различных общин страны, лидеры республики и видные политические деятели в разные периоды истории Абхазии. Как отмечает директор Национальной библиотеки Борис Челария, проводить такие мероприятия и прививать любовь к чтению очень важно с детства. Не прочитав нужное количество страниц, ребенок, понимаете, не может впоследствии сформировать предложение, четко выразить свою мысль, то, о чем он хочет сказать. Поэтому без книг никуда. С каждым годом увеличивается количество участников и гостей фестиваля. В этом году на фестиваль приехали и сотрудники Краснодарского юношеского музея имени Ивана Варавы. Также фестиваль посетили и гости из Саратова, которые привезли для фонда библиотеки недостающие книги. Вот книга о библиотеке, в общем-то, в принципе, о библиотеке Баскир. Здесь вот даже закладочки, чтобы сразу можно было найти и прочитать. Здесь, ну, сами понимаете, эпос Нарте – это для Абхазии основное. Одним из самых главных принципов фестиваля является открытость и доступность. Поэтому в этом мероприятии мог принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив. Организаторы молодежного арт-фестиваля «Прогулки по набережной» планируют в следующем году реализовать и другие проекты, а также еще больше расширить число участников и гостей. Кугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.